Я хочу поздравить народ Абхазии с предстоящими выборами. Это очень важное событие в истории нашего государства. Вот был Верховный Совет. Это есть высший орган государственной власти, правомочный решать все вопросы, отнесенные Конституцией к ведению государства. Вот, да, была партийная система, однопартийная, и фактически все решал Политбюро, но в принципе вот Верховный Совет – это вот такой орган был. Нету этого органа давно уже. У нас парламентаризм. Это система государственной власти, но при четком распределении функций законодательной и исполнительной власти. Поэтому там, ремонт крыши, там, дорог и так далее к депутату Народного собрания, парламента никакого отношения не имеет. Это прерогатива органов местного самоуправления и депутатов местных органов самоуправления. Депутат не случайно может заниматься только преподавательской, научной или иной творческой деятельностью. Вот, а все остальное – это ему запрещено. Наш предстоящий парламент будет иметь дополнительные функции. Идет процесс перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Есть еще одна проблема – это дублирование. Правительство, президент, парламент во многом дублируют друг друга. Это надо, конечно, прекращать. Вот не поленюсь назвать все комитеты, их 9, которые сейчас функционируют в парламенте. И одновременно скажу, что можно совершенно спокойно сокращать количество этих комитетов. Вот комитет по правовой политике, госстроительству, правам человека. Ну, самое главное здесь по правовой политике. Дальше по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. И следующий по экономической политике, реформам и инновациям. Ну что здесь главное? Бюджет и экономическая политика. Один комитет. Дальше по обороне и национальной безопасности. Да. Дальше по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту. Все это называется просвещение. По социальной политике, труду, здравоохранению. По международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, согласимся. По аграрной политике, природным ресурсам и экологии. По языковой политике и демографии. Вот такие комитеты. Ну, соответственно, должны быть представлены в парламенте и люди, которые работают в тех сферах, которые обозначены в названиях этих комитетов. Это есть и юристы, и экономисты, и аграрии, и педагоги, и работники культуры, лингвисты, люди, занимающиеся демографией, люди, журналисты, ну и так далее. Вот тут видно, какой спектр различных специальностей будет охватывать так, вот эта вот деятельность в парламенте. Конечно, депутат должен быть подготовленный,
подготовлен, он как минимум должен знать, как следует Конституцию, основной закон, потому что все остальные законы идут отсюда, от этого закона. Должен анализировать, должен слышать и слушать. Ни в коем случае нам нельзя допускать в парламенте какие-то нецивилизованные отношения. Так, выяснять отношения надо в рамках парламента не на улице, а только в самом парламенте и среди депутатов, тем более теперь, когда различные партии имеют возможность выдвигать своих кандидатов, уже будет видна и роль этих партий. Они должны расти. Конечно, вопросов в этом нет. По Конституции мы правовое государство, значит, должен быть и правовой всеобуч. Вот в Абхазском университете мы после войны сразу в 95-м году, в 94-м приняли Конституцию в ноябре, а вот в 95-м году мы ввели экзамен по Конституции для тех, кто поступает на юрфак. Дальше мы ввели основы права. Все изучают основы права и основы экономики. Все изучают абхазский язык и сдают государственный экзамен по абхазскому языку. Есть один момент. Вот память народа. Вот помнят, что был Верховный Совет, и не хотят понимать, что сегодня депутат – это совершенно другое лицо. Точно так же в памяти народа сохранилось, какое было отношение к абхазскому языку, когда его запрещали, преследовали и так далее. Вот это у многих в памяти сохранилось, и поэтому некоторые дети, которые вырастают у нас, вот, да, они, значит, дома не изучают язык, потом школа не очень добавит, а потом университет тоже вынужден с огромными сложностями и так далее. Существуют различные законы. Это законы частные, общие, универсальные. А вот депутат будет иметь дело только с юридическими законами. Поэтому, конечно, когда говорят, что в парламенте должны быть только юристы, там нет, конечно, нет. Вот, должны быть представители различных направлений деятельности, но каждый должен определиться. Вот он идет в парламент, он подготовлен. Еще, может быть, недостаточно, время есть сейчас, чтобы по-настоящему... Я очень хотел бы, чтобы на абхазском телевидении, когда будут дебаты, чтобы они были профессиональными. Ты из такой партии или из другой партии, не в этом дело, насколько человек подготовлен. Вот какие есть отрицательные моменты? Женщина одна всего представлена в парламенте. Это плохо. Второе. Надо обязательно продумать систему, по которой должны быть в парламенте представители других наций. Нет правил без исключения. И, конечно, 25 лет – это очень мало. Мы говорим, опыт должен быть и так далее. Но есть исключения. Есть блестящие ребята, окончившие у нас, скажем, международные отношения, юридический факультет, экономический факультет. Пусть у них 2-3 года всего опыт, но это ребята действительно уже подготовлены для такой деятельности. И последнее, что я хотел бы сказать. Мы должны научиться выяснять отношения не на улице, а цивилизованно, в рамках парламента, в рамках правительства, значит, различных министерств и ведомств, так, чтобы люди знали, что они живут действительно в правовом государстве. Вот после недавних событий некоторые удивляются, а почему так много кандидатов? Да потому мы
когда были эти события, мы же и говорили, вот будут выборы в парламент, вот вы и доказываете народу, что вы являетесь лучшими и так далее. Ради Бога, вот вам карт-бланш. Я думаю, мы пройдем этот экзамен тоже цивилизованно. Наша главная задача – сформировать вот, по возможности максимально профессиональный парламент. Ну вот говорят, был золотой парламент, вот я тоже был депутатом. Да, правда, это был золотой. Как говорят, штучный товар. Вот надо всем подойти к этому вопросу именно с таких позиций. Не так, что вот он чей-то родственник или там вот мой сосед и так далее. Подумайте о молодежи, растущей, подросла хорошая молодежь, и я думаю, что у нее будет обязательно хорошее будущее. Я уверен, что потенциал у нас есть, и я желаю успехов всем нам, повторяю, всем, не оглядываясь, какой партии, там, он во власти или он там в оппозиции. Это всем я желаю успехов. Уверен, что так и будет.